Утро всем, кто проснулся и встречает этот день вместе с нами. Вы смотрите программу «Утро». Сегодня наша студия расположилась в одном из красивейших городов в мире – Великий Стамбул. Прямо за моей спиной вы можете наблюдать прекрасный вид на Мраморное море. Но, как говорится, все по порядку. Новости 24, продолжение эфира. Мы вернемся очень скоро. В Стамбуле прошло мероприятие, которого тут очень давно ждали. В прошлые выходные прошел концерт с участием ингушских артистов, в том числе и государственного ансамбля народного танца «Ингушетия». Мероприятие было организовано Министерством культуры Ингушетии. Этим утром у нас в гостях министр культуры Республики Ингушетия Марет Газдиева. Доброе утро, Марет. Марет, вот прежде чем мы начнем говорить о днях Республики Ингушетия в Турции, давайте вы поделитесь впечатлением, вообще каково вам встречать утро здесь на пароме, где Стамбул видно как на ладони? Ну, должна вам сказать, что после удачного вечера утро всегда доброе. Тем более, что результат был не с точки зрения нашей стороны, да, участников хорошие, а с точки зрения принимающей стороны. После стольких слов благодарственных отзывов, после стольких слов прекрасных отзывов о мероприятии, да, после вот таких эмоций нашей диаспоры, проживающей здесь, людей, которые давно мечтали увидеть вот этот вот кусочек Родины, кусочек нашей культуры, вот нашего языка, языка пластики, музыки. Конечно, это нас очень радует, и это дает ощущение того, что все, что мы сделали, это не зря, это во благо, это во имя пропаганды, во имя сохранения культуры нашего народа. Ведь это очень важно. Самая главная характеристика народа, она выражена в его культуре, в его языке, в языке пластики, музыки, хореографии. Поэтому эти люди получили сегодня очень большой заряд хороших эмоций и получили огромную веру в то, что их культура, она сегодня сохраняется, она сегодня красивая, она сегодня востребованная, она сегодня их личная. Они к ней причастны, и они были горды за нас, они горды были за себя. Ну, разумеется, да. Вообще, чья это была идея провести вот такой концерт, такие широкие мероприятия? Вы знаете, вообще посыл, конечно, для проведения таких масштабных мероприятий нам дает руководство республики, в частности, глава республики. Нужно сказать, что даже в послании вот, на 2014 год был обозначен ряд крупных проектов, в числе которых были Дни культуры в Азербайджане, в Республике Татарстан. Но вот этот проект, да, который мы проводим в Турции, этот проект не был заявлен, но он у нас прошел, как бы, так сказать, на волне эмоций, на волне того, что есть понимание, что здесь в Турции проживает огромная диаспора, которой вот именно наш визит необходим. Наше участие здесь, наше присутствие здесь необходимо для сохранения их как этноса здесь и для сохранения ими нашей культуры, наших обычаев, традиций. А вообще в Стамбуле вы в первый раз? Я, честно говоря, впервые. Хотя мы объездили очень много европейских стран с проектами, с фестивалями, вот, с концертными программами ингушскими. В Стамбуле я лично в первый раз. Я поражена радушием, да, поражена вот, отношением к нам, вот таким теплым, благодушным. Вы видите, что творят представители ингушской диаспоры здесь. Они буквально ни на шаг от нас не отходят. И меня, честно говоря, поражает, насколько люди, которые родились здесь, да, выросли здесь, так глубоко почитают своих предков, так глубоко почитают свои традиции. Ведь это же очевидно. Здесь вот на этом теплоходе вы совершенно недавно видели, как замечательно танцуют ингушские турки, лезгинку. И они танцуют эту лезгинку в соответствии с канонами, законами нашей ингушской древней хореографии. Вот этих вот новых наносных движений, которые, к сожалению, вот наша молодежь использует в своем, так сказать, в своем танце современном ингушском, да, этого здесь нет. У них очень такой сдержанный, в чисто ингушском традиционном стиле танец. Мы могли это видеть, и меня это поразило.
Что вы думаете именно о турецкой кухне? Что вам понравилось больше всего? Может быть, выпечка их? Или же то, как они готовят мясные блюда? На мой вкус все очень прилично, все очень вкусно. Ничего того, что мне пришлось бы отталкивать от себя, да, я здесь не ощутила. Все очень вкусно. Но я уверена, мы наших зрителей очень сильно заинтриговали турецкой кухней. Именно для них утреннее меню в продолжении эфира. Доброе утро! Это утреннее меню. Сегодня мы с вами приготовим говяжью печень. И для этого мы будем использовать печень говяжья, грибы-шампиньоны, лук обычный репчатый и сметану. Все продукты нам любезно предоставила кафе «Ла Сорелла». Приступим. Для начала нужно будет одеть перчатки и разделать печень. Резать будем небольшими кусочками и постараемся сделать это как можно тоньше. Сейчас покажу. Заранее я уже сняла пленку. Это обязательно, чтобы печень была мягкой. Вот видите, получились такие тонкие язычки и так далее. Так, все, печень я нарезала как того желала, тонко, вот такими язычками. И в этом деле очень важно, чтобы был острый, хороший нож, как у меня. Подобные ножи вы можете приобрести в магазине «Уютный дом». Так, теперь я все это прямо на доске посолю, поперчу и перемешаю. Так, и все это перемешаю. Так, печень помешала, перчатки заменила, осталось только нагреть печь, которая очень быстро нагревается, предоставленная нам магазином «Эксперт», и все обжарить на оливковом масле. Так, и отправим печень. Так, печень, как вы знаете, очень быстро обжаривается. Главное, чтобы она не подгорела. Уже пришло время, я вот смотрю по внешнему виду, что можно добавить сметану. И тут же все это перемешать. Ой, уже приятный аромат стоит в студии. Так, теперь пусть она тушится, наша печень, говяжья печень. А мы пока нарежем овощи. Так, все, нарезала. Теперь отправлю это в сковородку. Так, дам постоять печени, потушиться минут 15, и, в принципе, она будет готова. А пока займусь тарелкой. Думаю, что подавать печень я буду с помидорами черри. Так, печень готова. Теперь ее просто выложу на блюдо.
Печень с шампиньонами в сметане готова. И по традиции балуйте себя и своих близких кулинарными изысками. Приятного аппетита! Доброе утро! Every time I move, I lose. When I look, I'm in. And every time I turn around, I'm back in love again. Back in love. Но мы продолжаем наш эфир. Напомню, наша студия расположилась на пароме в Стамбуле. И у нас в гостях Марет Газдиева, министр культуры Республики Ингушетия. В прошлые выходные прошла выставка, где было представлено очень много интересного для жителей Турции и для ингушской диаспоры. Расскажите более подробно, что было представлено на этой выставке. Значит, мы привезли очень большую выставку художников в Ингушетии, в числе которых замечательные художники Мурат Паланкоев, и Хожахмет Имагожев, Цураев Аюб, ну и многие другие, Башир Даурбеков. Очень много живописных полотен на различную тематику. Ну и привезли, конечно, предметы декоративно-прикладного искусства. В их числе и резьба по дереву, и художественная вышивка, и вот куклы в национальных костюмах, которыми славится наша мастерица, к сожалению, которой нет, Зина Инаркиева. Но это наследие, которое сохранилось в наших музеях. Это и резьба по дереву. То есть очень много. Это, конечно, ювелирное искусство нашего замечательного Дахильгова Бекхана. В общем, она была достаточно разноплановая, достаточно интересная. И, конечно же, мы привезли этнические костюмы национальные, которые характеризуют нашу культуру из древнейших времен. Марит, мы сейчас прервемся на мультфильм и позже продолжим нашу беседу. Оставайтесь с нами. Залить горючее! Не разберу. Говорит, устраивай трюк. Задраивай трюк! Так бы и сказал. Теперь ни одна космическая частица не проникнет и не выникнет. А чай? Встречай конфету. Чего он говорит-то? Качай ракету, вот что. Газированный полет на Луну нас приведет. Это детище Эхма Коротышкина ума. Если бы я не построил ракету, никакой беды не случилось бы. Но ведь я хотел доказать, что на Луне есть жизнь. Ее не может не быть. Ядро внутри Луны. И на этой внутренней Луне живут коротышки. Ура! Стоп! Незнайка и Пончик попали в чужой мир, а я тут радуюсь. Неужели я такой стал? Сколько добра погибло. Там Стекляшкин погибает. Да жив я, к сожалению. Теперь Знайка. Эх. Братцы! Говори, чего уж. Ты был прав. Я глупец. Я настоящий взбесившийся дождевой червяк. Братцы, простите меня. Я больше не буду. Вот. Что это? Ядро. Лунатики живут на ядре внутри Луны. И Незнайка внутри Луны. На Луне есть жизнь. Во всяком случае, была, пока туда не попал Незнайка. Ваша идея, уважаемый коллега, использовать реактивную силу вырывающихся газов, абсолютно верна. Ну, что я? Мы, сиропчик, все придумали. Но следует использовать не газированную воду с сиропом, а настоящее ракетное топливо.
Но мы продолжаем наш эфир. Напомню, у нас в гостях министр культуры Республики Ингушетия Марет Гостиева. Марет, а вы успели посетить достопримечательности Стамбула? Я понимаю, у вас, конечно, очень такой сжатый график, но все равно, может, вы все-таки по дороге успели заметить что-нибудь? Вы знаете, вот вы правильно заметили, что очень плотный график. Поэтому, конечно же, посетить какие-то достопримечательности не удалось, потому что как только мы сошли с трапа самолета, у нас возникли сразу орг-вопросы. Мы работали в очень большом, красивом зале, и нам надо было адаптировать нашу программу концертную, показать и видео, и хороший звук, и хорошее качество хореографии. То есть мы занимались орг-вопросами, потому что очень много было технических вопросов, чтобы организовать хорошее, красивое шоу, да, но и в комплексе, чтобы это было и с точки зрения выставочной деятельности, и с точки зрения концертной части, все достаточно организовано. И здесь же все вплелась и официальная часть, потому что это тоже обязательно нужно, да, в рамках таких мероприятий. Конечно же, никаких достопримечательностей не удалось. Но то, что вы видите, это неземная красота, это Босфор, пролив, на прогулке которого можно только мечтать. Это шикарный подарок нашей диаспоры для всех участников творческой делегации. Я безумно благодарна им и от всего сердца благодарю их, от всех участников нашей делегации, вот за такой замечательный подарок. Самые главные достопримечательности вы видите здесь, начиная со средневековых замков, заканчивая огромными небоскребами и памятниками, и всевозможными яхтами, танкерами, и вот замечательными чайками. Ну, здесь есть все. Здесь неземная красота, и это самое главное, что человек может впитать. Вот эта красота, это чистый воздух, и вот это ощущение вот того, что ты среди друзей, желанных друзей, которые очень счастливы видеть тебя. Вот это самое главное. Ну а тем, кто еще не успел побывать в Стамбуле, рубрика «Мир на ладони» расскажет, что следует посетить в первую очередь. Около 400 лет назад на этом месте находились роскошные дворцы византийских вельмож, гряда фонтанов, остатки ипподрома и множество других построек раннеосманского периода. Но все это пришлось снести для строительства самой большой мечети Стамбула Султан Ахмед. Согласно истории, мечеть была построена по распоряжению 19-летнего султана. Здание строилось на протяжении 7 лет с 1609 по 1616 годы. Архитектором голубой мечети стал Садавкар Мехмед Ага, служивший в то время янычаром в полку. Однако это не помешало ему стать искусным зодчим. Перед самой мечетью находится огромный внутренний двор. Он окружен 26 колоннами. В центре двора находится фонтан для омовений. На западе мечети находятся ворота, через которые въезжал султан. На них на определенном уровне висела цепь. Султану, въезжавшему на коне, каждый раз приходилось пригибаться, высказывая таким образом свое уважение и покорность Аллаху. Диаметр центрального купола более 33 метров. Вокруг него расположены 4 полукупола. Под этими полукуполами имеется еще 4 купола. Вся эта система держится на колоннах, диаметр каждой 5 метров. Эту систему хорошо рассматривать изнутри голубой мечети. Внутри Султан Ахмед освещается светом из 260 окон. Отделка стен выполнена голубыми и белыми изразцами ручной работы, в связи с чем мечеть и получила свое второе название «Голубая». Мечеть Султан Ахмед имеет 6 минаретов.
Согласно легенде, Ахмед велел архитектору возвести Алтын-минаре – золотые минареты. Архитектору уже послышалось Алты-минаре – 6 минаретов. Это чуть было не привело к скандалу, так как ни одна мечеть не могла равняться с запретной мечетью Аль-Харам в Мекке, у которой тоже было 6 минаретов. Чтобы уладить конфликт, султан Ахмед приказал построить в Мекке 7-й минарет. Мы продолжаем наш эфир. Мария, ну и в завершение нашей беседы, что бы вы в это замечательное, прекрасное утро пожелали бы нашим телезрителям? Ну, прежде всего, конечно, здоровья всем, удачи во всех хороших начинаниях. Хочу пожелать, чтобы они любили нашу культуру, всегда помогали ей. Такой творческий мазок в нашу культуру поможет нам сохранить себя на долгие-долгие столетия и передать то уникальное богатство, которым мы обладаем, нашим будущим поколениям. Теперь у меня есть полное понимание того, что то, что мы делаем, это важно не только тем, кто живет в нашей республике, это важно многим тысячам наших соотечественников, которые находятся по всему миру. И я теперь уверена в том, что это очень важно, это очень нужно для них. Поэтому спасибо всем, кто нам помогает, спасибо всем, кто приходит в концертные залы, в наши театры. Здоровья, всех благ всем нашим жителям. Спасибо. Спасибо за вообще эти приятные слова и за то, что встретили это утро вместе с нами. Спасибо вам. Ну а прямо сейчас мы прервемся на новости. В Турции, по неофициальным данным, проживает около 10 тысяч человек. И этим утром наш следующий гость Салман Бештой, один из коренных ингушей, который проживает в Турции. Салман, доброе утро. Ну и вопрос, наверное, который сам по себе напрашивается. Вам понравился концерт? И чье выступление вам понравилось больше всего? Konser için biz çok mutlu olduk. Gerçekten böyle bir şey. Нам всегда не хватало тут ингушских мотивов и ингушского колорита. И мы очень ждали этого события. Безусловно, нам приятно, что состоялся этот концерт, что мы наконец начали общаться со своими братьями и земляками. И, конечно же, надеемся, что это не последнее ингушское мероприятие в Турции. İrtibatımızı devam ettirmek istiyoruz. Я понимаю, что, наверное, не просто вот взять и вернуться в республику. И, конечно, очевидно, что Ингушетия для вас не меньшая родина, но все равно я не могу не спросить, хотелось бы ли вам сегодня вот вернуться в Ингушетию? Büyüdük. Orayı çok seviyoruz. Orada yaşamasak da biz her zaman orada yaşamayı da istiyoruz. Несмотря на то, что мы никогда там не жили и не были, нас всегда тянуло к национальным корням. Эта мечта никогда не покидала и не покинет нас. Я знаю, что около 2 лет назад вы посетили таки первый раз Ингушетию. Расскажите, какие у вас были впечатления? Что вас впечатлило больше всего? İnguşeti'ye 2 yaz önce gittim. Öncelikle akrabalarımızı görmek istedik. Oradaki akrabalarımızı gördüğümüzde çok mutlu oldum. Benim büyük dedemin Полтора года назад я впервые посетил Ингушетию, и было очень радостно увидеть свое родовое село, своих родственников, но я пробыл там всего неделю, к сожалению, и не успел посмотреть все достопримечательности республики. Мой отец тоже хотел в тот раз поехать, но не смог из-за болезни, так что в следующий раз мы обязательно поедем с ним вместе. Ben orada bütün İnguşeti'yi gezmek istedim. Fakat bir hafta kaldım. O bir haftaya da sığdıramadım. En çok sevdiğim yer dedemizin bulunduğu ev olan, köy olan Yandire ve daha sonra da kulelerin olduğu Furtok, Ceyra ve diğer bütün o vadideki kulelerin ve dağlar hala hep aklımda. Мы будем очень рады видеть вас у нас дома в Ингушетии, и так что не задерживайтесь, приезжайте. Ну а прямо сейчас мы прервемся на рубрику «Музон» и продолжим нашу беседу чуть позже.
Морщинки словно паутинки. Все чаще вижу на лице. Усталость чувствую в коленях. На убыль жизнь идет моя. Остановись, мое ты время. Дай досказать, дай долюбить. Я знаю, ты меня сильнее. Но дай немного мне пожить. Как много я еще не сделал. То не хотел, то не успел. Как поздно все мы понимаем и каемся в грехах своих. Остановись, мое ты время. Дай досказать, дай долюбить. Я знаю, ты меня сильнее. Но дай немного мне пожить. Теперь все чаще в небо глядя, прошу прощения у небес, что недостаточно был добрым и часто близких забывал. Остановись, мое ты время. Дай досказать, дай долюбить. Я знаю, ты меня сильнее. Но дай немного мне пожить. Остановись, мое ты время. Дай досказать, дай долюбить. Я знаю, ты меня сильнее. Но дай немного мне пожить. Я знаю, ты меня сильнее. Ну дай немного мне пожить. Но мы продолжаем наш эфир. Салман, я знаю, что тут в Турции вы организовали, несколько человек организовало диаспору из ингушей. Расскажите более подробно, сколько человек в нее входит и чем вы вообще занимаетесь? Biz burada 2014 yılında bir dernek kurduk. Kafkas İnguş Dostluk Derneği adı altında. Biz 7 kurucuyuz. 7 kişiyle beraber kurduk bu derneği. Şu anda bizim için çalışan İnguşlardan, yani Galgaylardan 30 kişi yaklaşık bu
Изначально наша диаспора состояла из 7 человек. Сейчас нас уже 30 человек. Но сложно всех собрать в одном месте, поскольку Турция – большая страна, и мы разбросаны по разным городам. Поэтому проблематично часто видеться, но мы знаем друг друга, и в дальнейшем, надеюсь, сможем создать большую диаспору. По крайней мере, мы будем работать в этом направлении. Bunun için zorluk çekiyoruz. Fakat biz her şeyi hallediyoruz. Yine çünkü hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bir aradayız. Bir arada ve birbirimizi tanımamızın avantajlarını böylelikle kullanıyoruz. Салман, мы сейчас прервемся на несколько минут и продолжим нашу беседу чуть позже. Ну а прямо сейчас рубрика «Дед дома», продолжение эфира. Кто такой обжора? Обжора – это толстый мальчишка. Обжора. В садике есть обжора? Нету, конечно. Обжора – это великан. Кто такой жадина-говядина? Ты. Откуда ты знаешь? А ты ничего не даешь. Он жаден. А я сказал, не дает. Смотри, какой жадин. Знаешь какую-нибудь жадину? Никакую. Кто такой обжора? Это который всегда кусает. Ты знаешь? Он мне уже достал. А кто обжора? Я. Обжора – это когда ты вор. Вор? Он всегда вещи, когда ты спишь, он всегда вещи ваши берет. Так вот, кто берет мои вещи, когда я сплю. Обжора? Ну, нет. Обжора – это много ест и не делится. Ты мой жадина. Я твой жадина? Да. В садике кто жадина? Рамзан. Жадина, да? Да. Понятно. Жадный. Обжора жадная. Жадная. Что делает обжора? Обжора? Она кидает на всех. Вот так рот показывает. У нее вот такой толстый. Вот. У нее толстые ноги. Она сама толстая. У нее живот, как у богемота. В садике есть жадина? Есть. Кто? Малазан. Жадина, да? Угу. Ты его называешь жадина-говядина? Нет. Почему? Я знаю, что меня побьет. Жадина – это ничего не давает кушать. Жадина-говядина у нас Исмаил, Рамазан и Ислам. Понятно. Теперь зато я знаю, кто ябеда, корябеда. Кто ябеда? Никто. В садике есть ябеды? Нет. Ну скажи мне по секрету, в садике есть ябеды? Нет. Ну скажи. Нет. Ну ладно. Крепко ты держишься, молодец. Можно с тобой в разведку. Кто Рёва корова? Никто. А кто Рёва? Никто. Братик, потому что он плачет. Очкарик, я его называю очкарик. Что ты обзываешься? Ты тоже обзываешься. Неправда, я не обзываюсь. Ты обзываешься. Нет. Да. Кто такой Плакса? Маленькие только плакают. А ты что, большая? Да. Ну, маленькие девочки. Маленькие девочки все Плаксы. Да. Ты их называешь Плакса-Вакса? Нет. Ты джентльмен. Ты же джентльмен? Да. Кто Плакса-Вакса? Слабаки. Слабаки. Плакс – это из нашего группы. Когда рядом мамы нет, он плачет. И ты называешь его Плакса-Вакса? Я его называю Плакс. Так некрасиво говорить. Какая ты молодец. Но мы продолжаем наш эфир. Салман, вам, как ингушу, коренному ингушу, чего больше всего не хватает здесь, в Турции? Çok hem organizasyonel hem de ekonomik olarak birçok zorluklar çıkıyor karşımıza. Bunları da aşmaya çalışıyoruz biz de. Fakat zorlandığımız yerlerde de
Без проблем нигде не бывает, но несмотря на это, мы, местные ингуши, стараемся друг друга поддерживать. И, конечно, чувствуем поддержку со стороны наших земляков. Çok teşekkür ediyoruz bugünkü konser içinde. Bu işlerde çok zorlandığımız zaman Atavatanımızdaki insanların bizim yanımızda olduğunu bilmek bize mutluluk veriyor ve her zaman kendimizi daha iyi hissediyoruz. Ну а прямо сейчас, Салман, мы прервемся на рубрику «Теледоктор» и продолжим чуть позже. Оставайтесь с нами. Амнезия или потеря памяти – это одна из самых загадочных болезней человечества. Причины ее возникновения до конца неизвестны никому. Потеря памяти может возникать внезапно и постепенно, полностью и частично. Человек может забывать как недавние события, так и события, происшедшие много лет назад. При полной потере памяти он не сможет вспомнить ни себя, ни окружающих, ни того, что происходило с ним когда-либо. Чаще всего это бывает связано с травмой головного мозга, черепно-мозговой травмой, и связано бывает с возрастом. То с возрастом тоже происходит потеря памяти. Если относительно травмы, то здесь бывает антеградная, ретроградная амнезия. Ретроградная амнезия – это человек забывает тот период, те события, которые были до травмы. Антеградная амнезия – это когда человек забывает тот период после травмы, что происходит, кто он. Иногда вот такие вот бывают нарушения памяти. Ученые выделяют некоторые вероятные причины заболевания. Одной из самых очевидных причин является травма головного мозга. В случае потери памяти после травмы человек обычно не может вспомнить события, происшедшие с ним непосредственно перед ней. В этом случае обычно происходит временная потеря памяти. Она может вернуться к нему в течение нескольких часов. Однако при тяжелой травме память может и не восстановиться. Лечение в плане, если черепно-мозговая травма была, там определенные ноотропные препараты, лечение самой травмы и со временем чаще всего восстанавливается. А относительно старческого снижения памяти, связано с старением, то здесь непосредственно, если произошла потеря, уже не получается быстро компенсировать, восстановить потерю памяти. Даже при хорошем лечении не получается. Здесь главное – это провести профилактику на раннем этапе. Профилактикой данного заболевания можно считать ведение здорового образа жизни. Отказ от алкоголя, наркотиков и желательно сигарет – первое, что необходимо сделать. Любой человек должен заботиться о своем питании, в которое нужно включить витамины всех групп и чистую питьевую воду. Не менее важным условием здорового организма является обилие чистого воздуха и умеренное количество физических нагрузок. Придерживаясь этих основных правил, вы можете быть уверены, что риск заболеть чем-либо у вас будет минимальным. Берегите себя и будьте здоровы! Но мы продолжаем наш эфир. Напомню, у нас в гостях один из коренных ингушей в Турции – Салман Бештой. Салман, ну и в завершение нашей беседы, что бы вы хотели пожелать нашим зрителям в это утро? Или, может, вы даже хотите передать привет Ингушетии? Bizim İnguşça'dan kendimiz için istediğimiz şudur. Biz orasıyla bağlantılarımızı koparmak istemiyoruz. Мы всегда хотим поддерживать связь с нашими земляками, потому что мы никогда не забывали и не забываем, где наши корни. Мы помним, что есть где-то наша земля, которая нас всегда примет тепло и радушно. Хочется верить, что и вы помните о нас. Салман, спасибо вам большое за то, что вы не забываете нашу культуру, за то, что вы вот так вот нас встретили. И вообще спасибо за такие приятные слова. Ну а
нам пора прощаться. Надо сказать, что Дни Ингушетии в Турции с радостью провели не только представители ингушской диаспоры, но и других республик, ну и, конечно же, жители Турции. Ну а наше время подошло к концу. Если у вас есть предложения или пожелания, пишите на адрес нашей электронной почты utro@ingushetia.tv. С вами была программа «Утро». Всего доброго и хорошего настроения. Увидимся завтра в это же время. До свидания.